Пока остальные конкурсанты выступают на сцене, ансамбль гимназии «Журавушка» проводит генеральную репетицию. У этого коллектива все должно быть от и до. Так уж у них заведено со времен создания коллектива, которому исполнилось 32 года. На сегодняшний фестиваль они приготовили небольшое театрализованное представление под названием «Веселая ярмарка». Без этих талантливых ветеранов образования не проходит ни одно мероприятие данного учреждения. Репертуар у коллектива богат, и выступают они на 2 языках. Мы в основном выступаем народными, фольклорные, обычно у нас фольклор. У нас и башкирский национальный, и русский фольклорный. Как бы всегда это соединяем, потому что у нас школа была всегда такая вот интернациональная. Здесь работали башкиры и русские совместно, поэтому все праздники фольклорные и башкирские, русские мы проводим, активно все участвуем. И поэтому у нас как бы всегда идет смешанный фольклор. Я считаю, что несмотря на то, что они не профессиональные актеры, не профессиональные танцоры и певцы, однако способные люди, способные и умеющие сплотиться, организоваться и выступать. На сцене гимназии можно было увидеть различные выступления, народные песни на русском и башкирском языках, стихи, а также послушать воспоминания о войне. Участники фестиваля дополняли свои номера яркими костюмами. Фарида Кадырова работает учителем русского языка и литературы. Ее стаж педагогики более 30 лет. Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Решила участвовать в этом конкурсе, поскольку хотелось бы увековечить память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мой дед Кадыров Шакир, гвардеец 1-й гвардейской кавалерийской дивизии, погиб на Орловско-Курской дуге в годы Великой Отечественной войны. Вот в честь этого мне хотелось спеть песню «Конь», посвященную этим годам. Число участников в этом году превысило 40 человек. Педагоги в любой ситуации готовы поддержать учебные заведения, которым посвятили лучшие годы своей жизни. Луиза Мустафина, Альфия Инчурина, Радмир Исенгулов, телекомпания СТВ.